теперь навсегда киргизский народ будет считаться во всем мире народом Чингиза Айтматова. Более того, Чингиз Айтматов, будучи обласканным советской властью, писавший на русском языке, является великим кыргызским писателем и автором самого антисоветского, антитоталитарного романа в истории мировой цивилизации. Потому что образ Манкурта, который он создал, это не просто гениальный образ, это было предупреждение. И поскольку, как всегда, ему не вняли, то мы с этим столкнулись вживую. Потому что мы видим целые страны Манкурты, которые не помнят прошлого, не знают настоящего, естественно, не верят в будущее. Доброй ночи. Мы находимся на Иссык-Куле, и сегодня мы беседуем с невероятным культурологом, просветителем, поэтом, писателем, чьи книги о культуре изданы 1,5-миллионным тиражом, Михаилом Семеновичем Казинником. Здравствуйте, Михаил Семенович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам Кыргызстан, как сегодняшняя поездка, какие у вас впечатления о пребывании и о концерте, который вы дали пару дней назад? Впечатление самое хорошее, потому что я дал 2 концерта. Первый концерт был только мой, встреча. Она происходила в консерватории. И оказалось, что и консерваторцы, и педагоги меня читают, смотрят, слушают. И более того, часто домашние задания, как в Израиле, например, или в других странах, здесь дают по моим фильмам и по моим книгам. Говорит, прочитать у Казинника то-то, послушать такие-то передачи радиостанции «Орфей», такие-то «Серебряного дождя», и так далее, и так далее. Я очень рад, потому что есть несколько стран, в которых просто они не учебниками пользуются, а моими фильмами. Потрясающе. Вот. И хочу сказать, что здесь сейчас, когда я зашел в здание консерватории, даже когда я подходил, вышел из машины, то и ректор, который меня хорошо знает, который стал буквально обниматься и рассказывать, что я для них, для всех значу. И потом, когда я зашел в зал, это была какая-то овация, как будто Пеле зашел в клуб фанов бразильской команды. Вот. И было ясно, что сейчас все будет очень сильно. И должен сказать, что меня потряс киргизский народ. Во всяком случае, те люди, которые были на концерте вечернем у великого Даниэля Лозаковича, великого, я уже не случайно это говорю, я не бросаюсь такими словами, это сейчас крупнейший скрипач мира и один из крупнейших за всю историю человечества. То есть, если 19 век представлен Никколо Паганини, 20 век Яшей Хейфицем, человеком-богом, да, то 21 век – это, безусловно, век Даниэля Лозаковича, несмотря на очень высокий уровень исполнительства. Достаточно услышать его несколько звуков, буквально, для того, чтобы понять разницу. Он не просто играющий, он интеллектуальный, потому что он очень умен, очень глубок. И когда он играет, ну а потом уже был моим учеником, в самое время развития, когда я ему сообщал какой-то принцип мышления музыкального, принцип воздействия, принцип величия музыки, что это самая великая избранность, что это избранничество буквально от Бога. Вот. И он это понимает прекрасно. Вот. И я был доволен очень киргизской публикой, потому что она оказалась очень чуткой. И поэтому я даже сказал, что если вы сейчас не воспользуетесь этой особенностью киргизского народа, ее способностью воспринимать тончайшую, глубочайшую музыку, очень быстро и мгновенно, не споря, не ссорясь, не паразитируя на этом, не говоря против, да, то вы погубите. Потому что одно поколение без музыки, этой высокой, и вы опять будете страной 17-го мира, как это были при Советском Союзе. И все, что вы успели построить, весь тот позитив, он может быть ликвидирован в течение одного поколения, нескольких лет. А поскольку все человечество всегда знало, и величайшую мы знали роль классической музыки, дебилы не понимают. Они считают, что это лишнее. Урок музыки или урок пения, кому, что, зачем. Они же не понимают. Они даже не знают, что в античной Греции в тривиумах один из 3 предметов была музыка. Когда следующий цикл квадривиум, один из 5 предметов была музыка. Почему? Древние греки знали, античный мир знал, что музыка – это наука, что музыка – это математика, и что музыкант – математик по природе своей, что музыкант выстраивает золотые сечения, пропорции великие через музыку, и они относятся ко всему миру мыслящего, живого. И не случайно величайший, один из 10 величайших мыслителей всех времен, Лейбниц, сказал, музыка – это скрытое арифметическое упражнение души, которое вычисляет, сама того не зная. Михаил Семенович, если говорить про кыргызскую культуру, то Чингиз Айтматов и самый большой эпос в мире
является вкладом нашей культуры в мировую цивилизацию. И сейчас ваш ученик, которого вы с молодых ногтей знаете, Даниил Дзакович, как вы его назвали, наверное, один из величайших ныне живущих скрипачей. Можете объяснить, в чем его феномен и для тех, кто не знаком с его творчеством? Могу. Сначала о Чингизе Айтматове. Я, вот, кстати, так начал в консерватории свой рассказ. Я сказал о том, что каждая нация велика не количеством колбасы, которую она потребила за определенное количество лет, и даже не количеством квадратных метров жилья. Это остается в прошлом. Она велика тем и только тем, что она внесла в копилку мировой культуры. Это главное, которое повинуется только плетке хозяина и страху, дичайшему страху. А поскольку ученые уже доказали, что если в какой-то период истории страна переживает дичайший страх, гулаговский страх, и люди того поколения боялись каждого звука лифта, движущегося, хлопнущей двери, звуков черного ворона, все боялись, понимаете? И потом все прошло, развенчали культ личности, Сталина убили, как и положено, да, уничтожили, наступили другие времена, и, казалось, они родили новых детей. Прошел хрущевская оттепель прошла, потом вообще заговорили о перестройке всего сознания и всего прочего. Но как только вернулся 1937 год, то люди, дети, воспитанные уже 2-3 поколения в свободе, они вдруг вспомнили. Оказывается, страх генетически передается с поколения в поколение. Если когда-то поколение было напугано, то через одно поколение достаточно малейший возврат, реминисценцию того, что было, и опять поколение будет напугано. Они не понимают, почему. Еще Губерман сказал, что страх не в сознании, а в селезенке и в пахе. Представляете, как глубоко, да? В селезенке и в пахе страх. И вот этот страх может возвращаться и возвращается в любой тоталитарной системе. Достаточно было один раз напугать как следует, потому что народ – это целый организм. Это вот один организм. И механизм тот же. Вот такая штука произошла. И то, что Кыргызия подарила миру Чингиза Айтматова, одного из не только умнейших людей, великим философом, и еще вот это вот чудо, от которого у меня слезы на глаза наворачиваются, он назвал свой роман «Буранный полустанок». И каждый человек, открывая книгу, думает: о, какая-то кыргызская литература. Я, скорее всего, не буду читать это, потому что начинается какой-то буранный едигей, какие-то местные проблемы, и не дочитывает до самого главного, ради чего весь роман. О том, как верблюжья кожа сжимает мозг и волосы колют, и как человек превращается не просто в животное, а в агрессивное существо без памяти, без сознания, без ничего. Понимаете, отсюда слово «манкурт» проникло во все языки народов мира. И уже этим кыргызский народ может гордиться. Потому что в разгар советской власти, в маленькой, по сравнению со всей остальной страной, очень далеко от Кремля, в стране вдруг появляется подобная антиутопия. Или, скорее, роман предупреждения. Мы вам показали только на примере буранного полустанка. Мы вам показали это на примере одной маленькой страны. Мы вам показали, как человека превращает не только в раба, но и в дикое агрессивное животное, которое подчиняется любой агрессивной воле. И я, когда сейчас читаю современные все вещи и слушаю пропагандистов, я опять открываю Чингиза Айтматова и говорю: боже мой, какова все-таки сила литературы и искусства, в которой опять очередные идиоты опять не верят. Уже один раз ударились лбом, да, знаете, как мне напоминает, да? Идешь, бух лбом, а там стекло. Ударился, шишка, все, отошел, разогнался, как баран, и опять второй раз. Те же самые грабли. Наступил на грабли, бах, опять на ту самую. То есть расщепить себе череп. И помните, по этому поводу хорошо сказал профессор Преображенский у Булгакова. Он сказал: пусть эти пивуны бьют себя головой о стену до тех пор, пока не выбьют всю дурь певческую свою и не начнут заниматься своим прямым делом, чисткой туалетов. Вот так жестко, жестоко, но правильно. А это вот продолжение одной и той же идеи, потому что искусство всегда стояло за человека разумного, человека мыслящего, человека глубокого. И вот если так говорить об этом. Что касается Даниэля, я вам скажу, я же не знал точно, какие корни, когда ко мне привели маленького ребенка. И когда этот ребенок поиграл, я его маме сказал: вы родили гения, поздравляю. Это бывает один раз на много миллионов.
вы родили гения. Она говорит, как? А где вы видите это? И действительно, где я вижу? Не видно. Играет мило, фальшивато, ритмически нехорошо. Вот такусенький, махонький, меньше своих лет. Я говорю, запомните мои слова сейчас. Этот ребенок будет покорять всю планету. Будет стоять очереди дирижеров, оркестров из столиц мира. Крупнейшие фестивали будут ждать его приезда. Будут спорить, кто больше заплатит ему гонорар. И так далее, так далее. Поверьте, она говорит, что вы говорите? Вы говорите что-то такое ужасное, это какая-то ваша фантазия, похожа на сон. Он хорошо играет в шахматы, он победитель конкурса шахматистов, соревнования всего Стокгольма. Может, ему в шахматы играть. А вообще он еще футболист, он в футбол хорошо играет. И теннисист еще при этом. Да, и теннисист, да много чего, да. Я говорю, сейчас запомните, пожалуйста, все пойдет на смарку. Это будет только свободное время снятия напряжения после огромной работы. Это великий музыкант, гениальный скрипач. Но этого же не видно. Я говорю, мне видно. Я написал, знаете, из моих книг, которые я написал, да, есть 3 книги, которые называются «Тайны гениев». «Тайны гениев 1», «Тайны гениев 2», 3 «Парадоксы гениев». То есть уже углубление, не просто тайна, а парадокс гениального творчества. Так вот, поверьте, я знаю. Это тема моей жизни всей. А насколько на данный момент вы можете охарактеризовать величину Даниэля в мире музыки? Значит, с точки зрения разговора о том, что он скрипач, он входит в число элиты скрипачей последних столетий. Это такого же масштаба скрипач, как Паганини, как Хефиц, как, ну я даже не знаю, кого еще на этот уровень поставить. Было несколько таких замечательных скрипачей, но Даниэль выше поднялся, потому что он не просто великий скрипач, он еще интеллектуал. Мы с ним с самого начала, начиная заниматься, начинали говорить. Мы иногда за 3 часа урока мы 1,5 часа играли и 1,5 часа разговаривали. Потому что я знал, что можно создать еще одного великолепного скрипача. Одним больше, одним меньше. Но я видел в нем потенцию, и мы с ним говорили. Очень глубоко, очень серьезно. Этот маленький ребенок слушал меня до предела серьезно и все запоминал. И я видел, что я вкладываю вот как в вечность. Понимаете, и сейчас я слышу в его игре многие моменты, которые он даже не осознает, которые я вкладывал. И вот скажите, пожалуйста, в чем особенность кыргызской музыки? Традиционной музыки в том числе. Я скажу. Кыргызская музыка. Особенность я попробую в одном предложении, потому что иначе мы с вами будем говорить больше того времени, которое мы отмерили. Вы представьте, где родилась кыргызская музыка. Не в концертном зале, не в церкви, не в камерном зале, не для богатых людей, не для богатых чебанов. Нет, она родилась тогда, когда одинокий человек сидел во мраке, в темноте. Вокруг него там где-то спали, или двигались, или ели его стада. А он был чебаном, пастухом. Среди гор огромных. Да. Да, среди гор, и абсолютно на него могли напасть кто угодно, со всех сторон. Он же играл музыку. Но дело даже не в этом. Дело в том, что он вдохновлялся тем, что он только и видел. У него не было интернета, у него не было телевидения, у него не было новостей, не было друзей рядом, никого. Он был один. И они учились сражаться с одиночеством, со страхом. Потому что когда человек один, он думает о смерти. И вот все, что помогало киргизскому чабану, это звездное небо. То, что потом великий философ Кант скажет, есть 2 истины. Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. То есть вот этот чабан, и дольше века длится день, он был сам собой. Внутри него был день, который длится дольше века, и ночь дольше дня. У него была музыка, у него был космос. Вот где рождение музыки кыргызской. Также и не только кыргызской. Этим отличаются и казахи с инструментом с лошадиной головой. Этим отличаются и узбеки. Почему вдруг в Узбекистане появляется Улугбек, который великий космограф, космолог? Откуда он взялся? Вот посреди пустыни, пустыри, пустота. Точно так же, как я, когда лечу, подлетал сейчас к Кыргызстану, что я вижу? Осушенные моря и озера, сухие солончаки, погубленное Аральское море,
жизни нигде нет, ничего нет, пески. Потом началась какая-то песчаная буря, поднялась до самого самолета, до 12 тысяч метров, да, и я вижу мертвую землю, огромную мертвую землю. Я даже тут же, у меня появилась мысль, что если бы ни одной бомбы человечество не сбрасывало бы на своих друзей, соседей, родных и всех прочих, а все деньги пустили бы на приведение в порядок этой огромной аудитории, территории, над которой самолет летит чуть ли не 1,5 часа, и видно, что это мертвая земля, то это была бы не мертвая земля. Это были бы соляные источники, соляные ванны, радон. То есть там такое бы творилось, туда бы со всего мира приехали. Там надо было бы построить эти санаторные дома, там нужно было пустить, поменять расположение рек, озер и так далее, спасти Аральское море. А когда я лечу, и я вижу мертвую планету, такой она будет, если, некоторые осуществят свои угрозы. Вы подлетали к территории Кыргызстана? Да. И вдруг появляется, когда я уже потерял надежду, куда меня занесло. Хорошая видимость просто была, да? И вдруг вижу такие маленькие, тоненькие, зеленые ручейки. Махонькие, вы какие мои хорошие, мои миленькие. Откуда вы взялись только, да? Еще. Самолет уже идет на посадку, а все равно в большая часть это пески, мертвые пески, да? И вдруг все больше и больше и больше. И вдруг бамц, вокруг сад. Понимаете, это оазис сада, оазис культуры, оазис людей, которые оказались очень чуткими к музыке. И поэтому я через вас хочу еще раз обратиться к правительству. Если вы поведете себя, как многие другие правительства постсоветского пространства, то кроме войн у вас ничего не будет. Если же вы выстроите свою страну как страну культуры, страну музыки, страну поэзии, причем не стесняясь, вы молодцы, что не боитесь своего русского языка, причем говорите чисто и красиво на нем. Вот в чем дело. Я обращаюсь к вам и к казахам. Говорю, ребята, сделайте все возможное, помогите России сохранить язык. Потому что он у вас без акцента, потому что он у вас чистый. И вот ребята, которые, играя музыку, вот эти 4, рассказывая нам по-русски, я поднялся и говорю, знаете, я хочу вас поблагодарить. Потому что вы говорите на таком чудесном русском языке, словно вы с рождения воспитывались не только в России, но еще и среди поэтов. Потрясающе. Вот понимаете, и это, видимо, тоже национальная особенность этих народов тюркских. Возможность перенять и принять язык вроде бы чужого народа, но заговорить на нем как-то своем. Понимаете? Поэтому я очень серьезно обращаюсь к правительству Кыргызстана. Пока у вас народ, как сказать, отзывается, не погублено в нем нищетой, бедностью, злобой, глупостями всякими, да, вот, и, пожалуйста, поставьте на музыку, поставьте на искусство, поставьте на все силы, которые развиваются и которые принесут счастье маленькой стране с 7-миллионным населением, которые способствуют тому, чтобы осушить слезы, как осушают вот эти страшные солончаки. Горькие слезы, когда соль остается. И вот это обращение очень серьезно. Михаил Семенович, Даниил Азакович и ваша деятельность является частью культуры. В нашей молодой стране после развала Советского Союза культуре, к сожалению, не давали должного внимания. И вы очень часто говорите о том, что если государство будет уделять культуре должное внимание, то автоматически подтягиваются остальные сферы жизни. Можете рассказать об этом, потому что нас слушают люди из президентского аппарата, из министерства. Хотелось бы послушать ваше мнение о важности культуры в жизни государства. Когда-то я нарисовал такой круг. Вот здесь деньги, которые на борьбу с преступностью. Здесь деньги, которые на борьбу с болезнями. Здесь и так далее. Вот такой-то процент, скажем, условно, сейчас я не помню, я смотрел по данным, скажем, вот 15% бюджета на борьбу с преступностью, потому что преступность захватывает все пространство, включая и кражи, включая и взяточничество и все прочее. Дальше борьба за здоровье. Это постоянная борьба, она требует гигантских вложений, начиная от аппаратов, которые должны работать, и кончая самой системой предохранения от болезней. Понимаете, сделать все, чтобы человек не заболел раком даже и так далее, и так далее. А если заболел, то сделать все, чтобы распознать его вовремя. Вот. А еще дальше найти средство, которое будет уничтожать эти клетки. Оно есть уже. Вы слышали, да? Что сейчас оно есть. Нужно теперь время внедрения и опытная группа. И для этого нужно несколько лет еще потерпеть. Так вот, я им сказал такую вещь. А вот здесь вы ставите культура. 0,0
0,05% бюджета. Теперь смотрите, я сейчас совершаю чудо. Я увеличиваю всего в 100 раз. 5%. Теперь давайте смотреть. 5% на культуру. Это значит, что количество больных сократится в 4 раза. Почему? Потому что большая часть болезней зал аплодирует. Она от нервов. Большая часть болезней носит психосоматический характер. Абсолютно. И ничего другого. Если человек вбил себе в голову, что он смертельно болен, он заболеет. Дальше. Если у него нет денег на одежду, он простудится и получит воспаление легких, двухстороннее воспаление легких, и умрет от воспаления легких. Следовательно, если мы вкладываем в культуру 5% всего лишь, то вот эта сумма на борьбу с преступностью уменьшается в 10 раз, потому что люди, которые вовремя услышали великую музыку, которые стали ходить в концертные залы и слушать прекрасное творение, а я это уже знаю по своему опыту, по своему соседу, который не вылезал из тюрем и детских колоний. Он был моим соседом. У него был отец, который работал в обкоме партии города и был алкоголиком-запойником. Отец, приходя в запое, он бил свою несчастную жену, которая обстирывала весь район, и бил своих 4 детей. Причем оттуда крики были. Он так добил свою старшую дочь, что она заикалась, и с ней ничего нельзя было сделать, спасти ее было нельзя. Как он бил ее, она кричала, и вдруг... И вот так она и дальше говорила. Она оказалась умственно неполноценной, он выбил ей мозги. А Витька, тот самый мой сосед, он просто убегал из дома, чтобы не попасть под руку пьяного отца. Он убегал на улицу. Убегая на улицу, он связывался с компанией, они грабили киоски, насиловали девочек. В общем, совершали все. Каждый раз он попадал куда-то, через год он выходил. И вот этот Витька однажды позвонил мне в дверь. А это был такой период у меня в жизни, я был моложе его на 2 года, когда у каждого музыканта он наступает, когда никакой музыки другой нет, кроме лунной сонаты Бетховена. Как только ты узнаешь ее, что она есть, ты берешь и начинаешь с ума сходя играть 1 раз, потом 2, 3, 4, ничего не можешь слышать. И вот Витька вдруг мне говорит: ты какую-то удивительную музыку играешь. Извини, я стою в коридоре и слушаю, что это за музыка такая? Я говорю: это соната лунного света, которую ошибочно называют лунная соната Людвига ван Бетховена. Да, а что это за соната? Я ему говорю, что это потрясающая музыка любви, даже погребение любви. И так далее, и так далее. Потому что вот этот ритм пам-па-пам – это не что иное, как ритм траурного марша. Поэтому никакой луны там нет. Вот. Но эта музыка необычайной силы. И он вдруг говорит: а я все время, когда слушаю, думаю, могу ли я ее сыграть? Я говорю: ты когда-нибудь касался рояля? Нет. Я говорю: и можешь, и не можешь. Не можешь, потому что ее играют великие музыканты. Но играют не только великие, хорошие музыканты. И не только хорошие, но иногда и любители. Как играют, это другое дело. Но то, что ты в принципе при определенных занятиях можешь сыграть для начала хотя бы одну страницу, первую страницу первой части, я могу ручаться. Он говорит: а ты не можешь мне показать, как? Ну, я его посадил и говорю: вот смотри, в правой руке пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну-ка, учись. Пам-пам-пам. А здесь бас, растяни руку, у тебя рука больше, чем у меня, поэтому до диез в левой руке ты возьмешь. Теперь смотри вместе. Он берет вместе, пам-пам, и млеет от невероятной гармонии. Потом, когда он сыграл 4 раза, я говорю: стоп. Теперь здесь остаются те же пам-пам-пам, а здесь ты переходишь от до диеза октавы в си. Та-та-та-та-та-та и так далее. Вот этого первого урока ему хватило на то, что где бы он не увидел рояль или пианино, в любом красном уголке, где угодно, он подбегал к инструменту, и, к удивлению всех, этот Витька, который всем известен, что он сын алкоголика, что он бит-перебит, что он сидел-пересидел повсюду, вдруг подходит и начинает играть начало лунной сонаты. Это было как гром среди ясного неба. Понимаете? И он учился дальше. Я сейчас пропущу все наши обучения. Витька забросил все, он играл только лунную сонату. И как итог он смог выйти из этого итог, круга. Он не только вышел из этого, он никогда больше никуда не попадал. Он собрал все пластинки, потому что он спросил: а что, у Бетховена только одна соната? Я говорю: ты же знаешь, какая она по номеру? Да, 14-я. Я говорю: если 14, значит 14 уже есть? Да, говорит, я как-то не подумал. Я говорю: ты знаешь, сколько их? 32.
Причем лунная соната, осмелюсь сказать, не самая даже из них абсолютная. Это, стоп, говорю, это не значит, что ты будешь играть все 32 сонаты. Да, если ты освоишь первую часть 14-й сонаты, считай, что ты победил в этой жизни очень серьезно. Короче говоря, он стал бетховеноведом, бетховеноманом. Он собрал все тогда существующие Апрелевского завода граммофонные пластинки, всего, что есть, только связано с Бетховеном. Там и Эгмонт, там и 9 симфоний. Вот. Он стал безумным слушателем Бетховена и даже вел дневник, где описывал впечатления от разных произведений. Так вот, таким чудом я превратил будущего убийцу, который шел неумолимо по этому пути, потому что такие люди, которых били, понимаете, они неотвратимо приходят к собственным преступлениям. Они начинают мстить другим людям за то, что у них хорошо. Ак-колпак – главный головной убор и гордость кыргызского народа. Каждый элемент колпака имеет огромное значение. К примеру, по цвету и форме можно определить статус человека. Например, высота колпака. Чем он выше, тем выше статус человека. Разрез клиньев на колпаке давал понять, к какому роду или племени относится джигит. Разрез спереди был у представителей правого крыла он-канат, по обоим бокам левого сол-канат, а вот у средних родов на кыргызском ичкилик головной убор вообще был без разрезов. По цвету определялся возраст человека. Если цвет окантовки и отворот были зеленого цвета, значит владельцу было 12 лет. На детском головном уборе наносится узор, который называется умайне. Он вышивался на детских принадлежностях, так как считалось, что мать Умай охраняет ребенка от злых духов. Когда молодому человеку исполнялось 24 года, цвет окантовки менялся на голубой. Соответственно, менялся и узор. Он вытягивался в две стороны. Это означало, что уже обладатель колпака вполне взрослый и может воевать, может защищать свой дом. Раньше, если джигит ищет невесту, он надевал колпак с красными или бордовыми отворотами. Если мужчине исполнялось 36 лет, кант на головном уборе следовало заменить на коричневый, а в 48 лет на бежевый. Любой встречный читал, этот мужчина может подавать пример подрастающему поколению. Черный появлялся на колпаке мужчины, перешагнувшего 60-летний рубеж. Черная линия на белом фоне означает мудрость. А вот если пожилой вдовец надевал белый колпак с каймой из черного войлока, это означало, повзрослевшие дети разрешили ему жениться во второй раз. Самый почетный полностью белый колпак – головной убор старейшин и аксакалов. Дарит его только в знак признания лидерства человека. Уважение к старшим – одну из основополагающих ценностей кыргызского народа. Данное видео сделано благодаря нашим партнерам из компании Сени, которые производят лучшие средства личной гигиены для комплексного ухода за пожилыми и лежачими пациентами. Компания Сени, Чон Рахмат. Этот пример, у вас еще была одна невероятная история с соседями, я не знаю, у которых был особенный ребенок, если не ошибаюсь, да, который был прикован к кровати, и которым вы порекомендовали тоже с помощью классической музыки. Да, это был самый потрясающий случай, если вы вспомните его. Ребенок, который неожиданно был парализован. Вот неожиданно. Врачи не могли объяснить, в чем дело. Его возили, платили деньги огромные. Что только они не делали. Врачи говорят, мы не можем объяснить природу этого явления. Это что-то генетическое. Вот. Ну и мне написали письмо вдруг. Дорогой Михаил Семенович, когда я пришла к моим друзьям, это сын друзей, о которых столько говорили и писали, я им сказала, если ничего не помогает, обратитесь к Михаилу Семеновичу Казиннику. Вот, значит, что я советую вам? Вы все время сидите там и страдаете от того, что ваш ребенок в таком состоянии. Ребенок это чувствует, несмотря на то, что он почти не шевелится, не говорит, и он находится все время в траурном отношении. Вы поверьте, вы его не излечите таким образом. Но есть фильмы Михаила Казинника. Эффект Баха-1, эффект Баха-2, эффект Моцарта, эффект Шопена, эффект Шуберта, эффект Бетховена. Не для него ставьте это на экране телевизора, видеомагнитофон. Не для него, для себя. Вместо того, чтобы страдать от ребенка, сядьте и смотрите фильм. Короче говоря, они стали приходить к нему в комнату, включать мои фильмы. Ну, потом ребенок так или засыпал под это, все прочее, даже улыбаться начинал. В один прекрасный день они слышат в кухне, вдруг началась музыка. Что мы все здесь, кто поставил музыку, видео.
Они прибежали, оказывается, ребенок слез с дивана своего вечного, поскольку никто не услышал, не мог их позвать, и поставил музыку, поставил видео мое. По-моему, это был эффект Бетховена. Они остолбенели, как он слез, все, а потом он залез опять на диван. Они пришли, в чем дело, что это такое, как? Короче говоря, в очень короткое время ребенок полностью восстановился. Он заговорил, он задышал, задвигался и так далее. Случаев я знаю много. Последний случай, который произошел, пришло письмо из Израиля. Дорогой Михаил Семенович, ну, естественно, по почте, email. Дорогой Михаил Семенович, я хочу поблагодарить вас. Я ваша поклонница многолетняя. Я живу в Израиле с моим мужем. У мужа ввели в кому. То есть либо смерть, либо нужно найти способ во время комы. Вот. Я пришла по вашей рекомендации туда, в больницу в Израиле, в Иерусалиме, и принесла записи музыки, которую вы рекомендуете. И наушники. Попросила разрешения. Врачи сначала сопротивлялись. Он в коме лежит, какие наушники, какая музыка и что. Она говорит, знаете что, я несу ответственность за это. Она подписала бумагу, что она, жена, несет ответственность за то, что муж в коме будет слушать великую музыку, которую рекомендует Михаил Семенович Казинник. Короче говоря, он вышел из комы через какое-то время. Не из-за музыки, конечно, просто они вывели его из комы. И вот она на стол ставит еду, а он вдруг начинает свистеть. Она говорит, что это? Он говорит, я не знаю, но я это все время слышал. Он начинает свистеть из 4-й симфонии Чайковского. То есть из той музыки, которую она дала. Она говорит, слушай, ты же никогда не слушал эту музыку. Он говорит, я ее никогда не слушал и не любил. Теперь я просто не знаю, что со мной творится. Вот такая, и начинает свистеть другую, Щелкунчика. Она мне написала письмо об этом, что я уверена в том, что такой быстрый выход из комы. И мой муж, который никогда не слушал эту музыку, он не разделял со мной любовь к классике. Он не ходил, я всегда на концерты такие ходила одна. Говорит, что я там буду сидеть и скучать, еще усну и захраплю. Он боялся захрапеть. Понимаете? И она говорит, вы себе не представляете, какое произошло чудо. И таких чудес я знаю очень много. И дело здесь не только во мне. Я как бы оказался организатором, стимулом, а в самой музыке. И, конечно же, в настройке на эту музыку, потому что жена его, как называется, постоянно ему рассказывала и постоянно умоляла его послушать. Он говорит, нет, мне не до этого, я технарь и так далее, и так далее. Вдруг, откуда ни возьмись, технарь превратился в музыканта, в любителя музыки. Поэтому я в результате своего опыта, достаточно давнего уже, понимаю силу воздействия. Я знаю эту силу воздействия. Я уверен в ней. Она не всегда воздействует, потому что бывает, что мозг к определенному возрасту уже закрыт. Он просто не пропускает. Или такой музыкальный звуковой дальтонизм, когда вы показываете картины импрессионистов, а человек, которому вы показываете, восхищаясь этим, говорит, ничего не понимаю, какие-то оттенки серого цвета. Ну что делать, если он все синие, все голубые тона превращает в серые? Михаил Семенович, продолжая чудо музыки, вы рассказывали о случае на 30-й параллели. И для меня это до сих пор какая-то невероятная картина, которую я вспоминаю. Можете рассказать для наших... Ну, вы знаете, по-моему, этот ролик, еще и с выступлением потом в Совете Федерации, он, по-моему, один из самых вирусных. Только Бузова с Киркоровым могут сравниться по количеству просмотров. Но это же Бузова и Киркоров, это великое искусство великого народа, победителя православного, со скрепами и так далее, да? Простите мне мою шутку привольную. А это совсем другое. И когда я действительно был избран супругами Гротовскими в числе 100 представителей планеты Земля, там был, кстати, из наших еще Слава Полонин. Вот. Он один из лучших представителей планеты Земля, вне всякого сомнения, как личность, не только как клоун и артист. Он действительно один из самых интересных людей. Ну вот, короче говоря, когда мы выплыли в день предполагаемой гибели планеты по календарю Майя, да. Вот мы выплыли на катамаране. Это было посольство дельфинов, встреча посольства человеческой планеты Земля и посольство дельфинов. Ну и стали их вызывать. Там были специальные профессиональные испанские пловцы, ныряльщики.
А дельфины считаются цивилизацией, да, как я понимаю? Да, конечно, это не считается. Дельфины — это, безусловно, одна из цивилизаций, которую мы не можем проникнуть, понять. Они очень хорошо к нам относятся, но многого в нас не понимают. Как только они видят какие-то признаки войны, они уходят, они не могут поверить. Значит, это мы ошиблись. Мы ошиблись, потому что цивилизация подобного рода не может убивать своих товарищей по цивилизации, по планете. Это невозможно. То есть ни по какому определению это неосуществимо. Поэтому они тогда в такие времена, они отступают. Их очень трудно привлечь чем-нибудь. Они могут, как милые животные, дрессированные, подойти к рыбке там, и так далее, но они уже до конца не открываются. И вот когда мы выплыли, значит, отправились все вызывать дельфинов. У них есть специальный дельфинный код, дельфинные языки. Они, когда в океане, в котором выплыли, 30-я параллель, да, они начинают звать, и дельфины собираются, приплывают. И вот собралось огромное количество дельфинов. Вот. И тут ошибка, конечно. Все камеры, все встречи дельфинов и человечества, да, но они решили расширить возможности. Они вызвали из Москвы специалиста в области высотных съемок на дронах. Тогда это было уникально. Да. Дроны. И вот они эти дроны запустили. Когда дельфины увидали дроны, они поняли, что человечество объявляет им войну. Птица войны. Да. Ну как, она вдруг заревела. Страшное дело. Тем более, стали управлять, чтобы она вот так на них находила, поднималась вверх. Это же ужас, да? И вот в течение нескольких, 3 минут океан был пуст. А их до этого было порядка 100 тысяч, вы описываете. Ой, я не знаю, это я, может быть, условно, я не могу Огромное посчитать, количество но это это были было. десятки тысяч, по крайней мере, я не знаю сколько, 20 тысяч, Вероятно. 30 тысяч, но море все пестрело им, кругом были дельфины. Они же еще выскакивали из воды, они хотели как можно больше понять, и они как зрители, я никогда еще не был в таком состоянии, когда целый концертный зал величиной с океан, Чудо. вы понимаете, и они все ушли. Господи, опять пловцы. Супруги Гротовские уплыли на этой лодке опять в те места, откуда хорошо звучит акустически приглашение. Опять стали их приглашать. Дельфинов нет. Ищи дураков. Они же цивилизация, а не какие-то там примитивные дрессированные животные. И тогда я всюду брал с собой скрипку, потому что моя еще задача была поиграть. И тут я достаю скрипку. Там есть такая звуковая, такая полукаюта, которая выходит на море, но в результате звук. Получается какой-то естественный акустический момент. Вот. Я взял и стал играть. Причем это была вначале импровизация на тему древнейших молитв, на тему барочной музыки. То есть я собрал для скрипки, вот скрипка говорит человеческим голосом. Вот. И через несколько минут передо мной огромный концертный зал, заполненный слушателями. Они поверили, а пошли на звук. Классическая музыка, очень часто вы говорите, что человек входит в некое состояние связи с бесконечным, с космосом, играя. И это можно увидеть на примере Бетховен, который потерял слух, смог и продолжал создавать все более гениальные произведения. Как, по-вашему, это устроено? Откуда эти вибрации? Вы знаете, только что нам играли чудесную древнюю киргизскую музыку, очень хороший ансамбль из 4 музыкантов. Вы знаете, наверное, их, да? Чудесные ребята, я с ними очень подружился и даже взял на себя потом немножко рассказать им же и нам о некоторых тайнах древних кыргызских идей. И я, значит, рассказывал им о той древнейшей музыке, которую они играли, и какие связи у этой музыки со всякими инструментами. Так вот, когда сидели наши, это сидел не кто-нибудь, сидел Даниэль Лазакович, то есть, сидела чудесная девушка, приехавшая, часто приезжает на его концерты в разные страны мира. Она живет во Франции и в Швейцарии. И вот она приехала к нам. Чудная девочка совершенно. Вот. И все сидели, и после очередного произведения я сказал: мои дорогие друзья, даже вам мне придется сделать очень важное замечание. Человек слушает музыку не ушами только. Уши – это маленький процент. Человек слушает музыку мембраной тела, реверберацией. Для этого нужно освободить тело и подставить его, как на вершине горы, под ветер тела. Да, оно наполняется духом, душой, светом, прохладой и так далее. И вот, я говорю, второе. Я посмотрел на ваши лица. Вы слушаете очень внимательно, но вы зажали все мышцы лица. Вот так.
Говорю, теперь попробуйте, улыбнитесь, включите мышцы улыбки, ямочки улыбки. Например, вот эти ямочки у шведов называют смиль-группер, ямы улыбки. Смиль, да, шведское слово, смиль, да, и группер – это ямы, ямочки улыбки. Говорю, откройте, улыбнитесь навстречу музыке, возжелайте ее, впустите ее в себя через голову. Не напрягайте, не зажимайте, а откройте его. И здесь откройте. То есть вот эта мембрана должна быть впереди. Вы же сидите вот так. И когда на вас смотришь, если не слушать музыки, ощущение, что вам зубная боль чему-то мешает, что вы пришли в кабинет зубного врача. Пожалуйста, поменяйте свое отношение к слушанию музыки. Музыке нужно оставить пространство. Вот вы знаете, вдруг они почувствовали, в чем дело. Я многим так говорю в зале. Однажды я сказал это партийным боссам, которые собрались. Я говорю, друзья, вы должны забыть, что вы руководители сейчас, и отдаться музыке, как ветру. Вы должны улыбнуться музыке и так далее. Потому что, когда вы напрягаете мышцы, то вы не воспринимаете ни музыки, ни текста, ни поэзии, ничего. Михаил Семенович, когда Кыргызстан обрел независимость, то была создана специальная комиссия, так как Кыргызстан первый среди стран Центральной Азии ввел национальную валюту, свой кыргызский сом. И была создана специальная комиссия, которая состояла из историков, которая состояла из лингвистов, и они выбирали, кого изобразить на национальной валюте. И один из людей, который изображен на первой валюте, является кыргызский композитор Малдыбаев. Что является тоже достаточно показательным об уровне отношения к музыке. Это замечательно, то, что композитор впервые оказался на национальной валюте небольшой страны. И когда я приехал, сейчас выступал дважды, утром 2 часа с половиной в консерватории и вечером в концертном зале, я уже знал, что будет в концертном зале. Понятно, что Даниэль великий скрипач, и что когда он будет играть и Моцарта, и Сибелиуса, это будет потрясение, безумие, да. Но что я еще им наговорю кое-чего важного. Вот так оно и случилось. В консерватории сидели люди разного возраста. Обычно это гробовой вариант, потому что когда сидят маленькие дети, они долго не могут сидеть и слушать. А потом сидят подростки, которых каким-то образом туда пригласили. Совершенно вот ни к селу, ни к городу пригласили, потому что вот надо заполнить, а вдруг не придут консерваторцы. Зал огромный. И сидят среднего возраста люди, сидят профессиональные музыканты, сидит профессура, которая скажет, ай, что он нам говорит, ничего этого нет. И сидят пожилые люди, которые меня хорошо знают, не только они, которые смотрят все мои программы, которые принесли книги на подпись мои, как они их взяли, я думаю, через мой виртуальный магазин, да, которые смотрят мои YouTube-фильмы, YouTube-канал Михаил Казиник. Пусть люди запомнят. Потрясающий телеканал. Ну да, это мой канал, да, YouTube-канал. И там столько всего, что если бы я даже умер после последнего фильма, я бы умирал с улыбкой. Потому что на этом YouTube-канале лежит все на будущее. Собралась ваша публика, получается? Да, да, собралась моя публика. И вот я 2,5 часа с ними говорил. Я еще показал мастер-класс с 2 детьми. Одной девочке 11 лет, а другой мальчик играл 16-летний. Я им показал такие чудеса, что мне рассказывали впечатление, что сидевшие скрипачи сказали, боже, если он за 5 минут делает такое, что же он делает за 1 урок? А что делает? Вот Даниэль Лазакович. Понимаете, что делает? Как вы думаете, тот гений, который был рожден внутри Чингиза Айтматова, Даниэля Лазаковича и их связь, их кровь кыргызская, можно ли проследить какую-то связь между этим? Есть ли какая-то логика в этом? Можно. Я предлагаю вам даже театральный эффект. Когда Даниэль иногда играет, вдруг он поднимает высоко скрипку, вот сюда все, вот туда идут. Это ассоциация для меня очень четкая с кыргызскими охотниками, стрелками. И опять это тот самый стрелец. Понимаете, вот когда он должен преодолеть этот ужас в концерте Сибелиуса, это зло, это тьму этих духовиков, которые задушили скрипку, заглушили ее вроде бы. А скрипка великая, одна из лучших скрипок на земле. Скрипка, которая принадлежала великому скрипачу Иври Гитлису. Сегодня эстафета перешла к Даниэлю Лазаковичу. Это скрипка скрипок. Вот. И я считаю, что я боюсь говорить о цене скрипки такой, потому что, мало ли что, кто-то поедет охотиться за ней и все. Но я только хочу сразу, когда я говорю, так предупредить. Такие скрипки находятся на строжайшем учете регистрации. Их нельзя продать, их можно только всунуть куда-нибудь в подвал
и они будут лежать. Потому что как только ты с ней выйдешь, любой человек, который будет покупать скрипку за эту цену, а дешевле нет смысла продавать, да, он тут же будет выяснять, что это за скрипка, потому что к такой скрипке нужен сертификат со специальными печатями и подписями. А что это за скрипка и как она у него оказалась? Каким образом происходит передача подобного уровня скрипок, который называется Ну, вы скрипка знаете, скрипок? скрипку Гитлиса Гитлис хотел, сказал, когда ему было 90 лет. Также один из величайших Да. На этой современников. скрипке, да. На этой скрипке он играл 63 года. Он встречал величайших музыкантов мира за свою 90-летнюю жизнь. Он учился у тех, кто для нас сегодня легенда, кто умирали 50 лет назад, 60, 70, 80 лет назад. Понимаете? То есть он прошел весь музыкальный мир. Они дружили с Хейфицем, со Стерном, с Минухиным, с Ойстром. То есть это, тем более он был открытый, очень чистый человек. И он однажды сказал, он же сыграл с Данечкой, когда Данечке было 10 лет, а Гитлису 90. Они проехали по израильским городам и сыграли двойной концерт Баха, концерт для 2 скрипок с оркестром. После этого Гитлис сказал, что он никогда ни с кем еще так не играл, чтобы это было вот на таком уровне. Он был бы рад, если бы эта скрипка принадлежала Даниэлю. Вау. Это было его как бы завещание. Но просто передать ее не может, потому что скрипка принадлежит родственникам Гитлиса. Это их, они же не отдадут эти страшные деньги. Это скрипка Страдивари, да? Да, лучший Страдивари вообще, который есть. Один из 2-3 величайших. Так вот, эту скрипку купило одно семейство во Франции. Один из самых богатых людей мира. И передал Даниэлю в пожизненное пользование. Бесплатно. Восхищаясь талантом Даниэля. Да, конечно, да. Естественно, он очень много выступает в Париже. Вот, кстати, сейчас в сентябре он приезжает с женой этого богатейшего человека, благодаря которому у него эта скрипка. Никакой Даниэль, никто и никогда не смог бы купить скрипку за эту цену. Для этого нужно быть не скрипачом, а супербизнесменом. И нужно не пожалеть, не испугаться, чтобы купить этот кусочек дерева за такие деньги, за которые можно построить город Невероятно. во Вселенной или запустить много космических кораблей. Вот. Таким образом, да, это скрипка. Это... Возвращаясь к вопросу о связи между вот кыргызской крови и его манерой, которую вы говорите, что возврат к вот охотнику, да, к этим инстинктам кочевника, который играет в нем. Это попытка поразить зло. В данном случае. Вот. Да. И еще один момент. Если бы он был только представителем европейской культуры, поскольку у него папа белорус, то эта игра была бы, как вам сказать, несколько более сдержанной. А если вы видели его игру, вот и слышали, да, то он ведь доходит до такого состояния, до которого может дойти только человек, который поставил на карту все. То есть который борется с всемирным злом, мировым злом. И эта скрипка вот, доводится до такого экстаза. И зал, я же видел зал, я же специально, я же сидел, мне поставили кресло на сцене. Обычно такого не делают. Я видел огромное количество людей, которые плакали. Вот просто плакали. Это великое достижение, потому что они поняли, что это музыка о жизни и смерти. Михаил Семенович, вы очень часто также говорите, что бизнесмены также являются представителями культуры, творцами в некой степени. Как это связано? Тут не так прямо, что бизнесмены все очень умные представители культуры. Это связано с тем, что идея мышления бизнесового, да, она близка часто идее художественного мышления. Но она осуществится только тогда, когда у бизнесмена в конце каждого проекта будет эстетическая цель. То есть вы строите мост. Зачем? Ну, для того, чтобы люди быстрее перебрались не вплавь, не опускались по обрыву, не поднимались по обрыву, потому что пока нет моста, никакая связь с этим островом или той частью невозможна. Зачем строить мост? Затем, чтобы человек быстрее добрался. Для чего? Значит, вот может быть 2 варианта. Первый. Там группа бандитов на той стороне. И они очень спокойно режут всех, кто проходит по этому мосту. Следовательно, оказывается, вы построили мост как бизнесмен для того, чтобы людей легко и быстро убивали. А если там, на той стороне моста, вы параллельно строите картинную галерею и концертный зал, выясняется, что там тут же все обрастет цивилизацией. Там появятся менеджеры, там появятся концерты филармонические, там появятся продавцы, там появятся кассиры, там появятся
какое-то правительство, которое будет заниматься министр культуры и так далее, условно говоря, да, схему строю такую, да. Вот. И получается, что люди садятся в машины и едут туда для того, чтобы побывать на выставке Рембрандта, которую собрали со всего мира, со всех музеев, и увидать на своем острове Рембрандта. И для этого нужен мост, прежде всего. То есть, может быть, и не для этого только. Есть еще и экономические законы, соображения. Но в первую очередь в голове бизнесмена может стоять вопрос: да, я параллельно буду строить органный зал. Потому что жители той страны никогда не слышали живого органа. А орган, так же, как и скрипка, практически не передается через даже самая совершенная система звукозаписи. Потому что орган построен на системе обертонов, а эти обертоны не передаются таким образом, как это делает система обычных плоских записей. Что такое бизнес-мышление с точки зрения меня, культуролога, исследователя? Это попытка все время мыслить парадоксально. Потому что если вы будете мыслить прямо, 2 плюс 2 – 4, 3 плюс 3 – 6, и ничего больше. А если вы будете думать по-другому, вот я вам приведу просто такой смешной пример. Я проводил встречу с бизнесменами Одессы. Это было лет 7-8 назад. Чудные ребята, остроумные все, не замуторенные вот какие-то, да, такие свежие. Вот. И в числе вопросов после моей большой беседы был один. Один мне говорит: Михаил Семенович, это все хорошо, конечно, но когда сталкиваешься с этим в жизни, то все становится не так просто. Вот у меня есть один чудесный бизнесмен в Германии. Я ему внес такое предложение, очень умное, очень конкретное, очень серьезное и все прочее. И попросил написать, что он по этому поводу думает. Я трижды написал, и ни одного ответа. Я пишу, что я в натуре бизнесмен из Одессы, что я создал такую индустрию, и я предлагаю ему подключиться и так далее, и так далее. Я говорю: хорошо, пишите 4-е письмо под мою диктовку. Он говорит: то есть? Я говорю: так, дело происходит в Гамбурге, ваш бизнесмен в Гамбурге, да? Напишите ему следующее, что если вы все-таки решите, дорогой, ответить на мои предложения, и пригласите меня в Гамбург для совместных первых обсуждений, то, пожалуйста, найдите те числа и посмотрите, в которые в Гамбургской опере идет волшебная флейта Моцарта. Это моя любимая опера. Я бы очень хотел, прилетев в Гамбург, чтобы у меня был один день на то, чтобы увидеть эту оперу в одном из лучших оперных театров Европы. Он отстучал это все. Потом говорит: слушай, а в натуре, а что это значит вообще все? Ну что, прочитает он, что он хочет, чтобы я услышал оперу. И что, это подействует? Я говорю: жди ответа, отправляй, положись на меня. Приходит ответ, что: дорогой такой-то, я был очень рад прочитать ваше письмо, хотя бы еще и потому, что я тоже поклонник Моцарта и волшебной флейты, и что я с удовольствием приобретаю для себя и для вас и приглашаю вас на волшебную флейту Моцарта. И после этого мы с вами соберемся на первую встречу в ресторане при Гамбургской опере и обсудим и оперу, и наши дальнейшие шаги. Он говорит: слушай, чувак, ты что? Как ты знаешь? Почему ты знаешь? Я говорю: это мой вопрос. Я очень много лет в своей жизни выступаю, очень много лет чувствую. Я знаю, о чем идет речь. Теперь у него второй вопрос: подожди, а я-то что буду делать? Он меня пригласит на обсуждение оперы, а я ни бельмеса в этом не разбираюсь. Что за волшебная флейта Моцарта? Про Моцарта я еще знаю, там ребенок был, чудо и так далее. Но волшебная флейта? Почему именно волшебная флейта? Тут я говорю: теперь тебе придется пройти кое-что со мной. Некоторую маленькую школу волшебной флейты. Я ему стал рассказывать, что это масонская опера, и что там все на символах построено, и что вот эти звуки, вот эти, да, это все, и так далее, и так далее. Пошел, если я начну рассказывать то, о чем я ему говорил, то это будет еще одна серия на 2-3 часа. Я говорю: предстоит тебе послушать в записи в интернете, на Ютубе, послушать разные исполнения. Держи перед собой на русском языке текст либретто. Учти, что Моцарт был почетным членом масонской ложи.
И его отец был членом масонской ложи. По протекции Моцарта отца приняли тоже верхние слои. Ну, прежде всего, надо знать, что масоны – это один из русских мифов о том, что это бандиты какие-то, там, негодяи, жидомасоны. Лучшие люди планеты Земля приходили к масонам. Почему? Потому что масону не важно, в каких ты богов веришь и веришь ли. Масону важно, как ты мыслишь. Твою систему математического, логического, структурного мышления. Потому что задача масонов, вольных каменщиков, построить планету нормальную. А все идиоты, которые разрушают планету, естественно, ненавидят масонов. Ну, как даже у Евгения Онегина, когда Онегин приехал в эту свою деревню, в которой он скучал, да, так эти же все соседи стали говорить, придумывать про него. Он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино, а фармазон – это франкомасон. Это масонская ложь. То есть они уже, и Онегина сразу приписали к масонам, тут же немедленно, потому что чужой, потому что он оброк заменил, барщину заменил оброком. То есть непосильный труд огромный Согбена он заменил системой налогообложения всего лишь. И крестьянин знал, что 10% он отдаст, все остальное его. Это же совершенно неожиданно. Естественно, все сказали, ага, вот они масоны. Он приехал разрушить нашу жизнь, наш уклад. Мы-то хотим забирать у мужиков 90%, а 10% отдать ему, считаем себя благодетелями. А он хочет наоборот. Понимаете, что придумал этот фармазон? Ужасно. Поэтому соседи, конечно, там и так далее, и так далее, и так далее. Он был из масонской ложи с отцом, получается, да, Моцарт? Да, он был в масонской ложе с отцом. И я с ним посидел, и мы разобрали, послушали оперу. И я ему столько рассказывал всего. Он записывал. За ним стенографистки еще писали, чтобы он больше внимания уделил разговору нашему и так далее. То, что я говорил, записывали на аудиосистему и так далее. Короче говоря, фирма эта существует совместная давно и так далее, и так далее. То есть почему? Что тут случилось? Потому что тогда, это 90-е годы, весь мир знал, что там бандитский капитализм, что ни одного нормального бизнесмена там нет, что там идет всеобщее ограбление, накопление капитала, чтобы этот несчастный без того народ после всех гулагов и всего ужаса просто вообще лишить всего. На самом деле весь ужас скрылся не в этих постпартийных людях, да. Весь ужас скрылся в том, что они сами себя грабили. И это был язык, который мог объединить и показать качество его моральное. Конечно, безусловно. Как только этот человек сказал, что он просит купить ему билеты на оперу, то он понял, что в данном случае речь не идет о каком-то фармазоне, о каком-то дебиле, а что речь идет о приличном западного масштаба бизнесмене, потому что многие вопросы, и у меня в Швеции тоже, многие вопросы решаются после оперы в знаменитом оперном кафе. Мало кто знает, что раньше на месте Белого дома, который находится на проспекте Чуй, находился летний амфитеатр. В советское время, точнее во время Второй мировой войны, из Ленинграда была эвакуирована Ленинградская театральная труппа, где главная актриса и постановщик была польская актриса Ида Камински. В течение всей войны они давали бесплатные концерты, а также постановки для фрунзенцев. Когда война закончилась, Ида Камински уехала в США, где начала карьеру артистки и даже была номинирована на Оскар за лучшую женскую роль. Но не только это связывает Кыргызстан с Польшей. Партнер этого выпуска является компания Bella, которая была основана в Польше. Сейчас вы наверняка знаете ее продукцию в виде вот этих знаменитых салфеток или вот таких вот бумажных дисков. Поэтому в следующий раз, когда вы будете в магазине и покупая их продукцию, вы должны знать, что таким образом вы не только берете качественную продукцию, но еще делаете свой вклад в развитие культуры и истории Кыргызстана. Bella, Чон Рахмат. Если говорить про сегодняшнее время, то среди молодежи огромное количество ребят испытывают депрессию, тревожность. Очень часто они себя нехорошо чувствуют. Какие книги нужно читать и какие произведения нужно слушать в такие времена? Прежде всего, давайте поговорим именно о музыке. Нужно слушать Гайдна. Параллельно почитать его биографию. Есть очень интересные биографии, потому что жизнь Гайдна – это сплошной большой анекдот. Расскажу только одну историю. Отец Гайдна – колесник,
каретник. Жили они в ужасном месте, Рорау, это на границе, уж далеко от столицы, далеко от Вены, по тем расстояниям европейским. Вот. И поскольку очень мало карет забредало туда, то он был почти без работы. Раз в 3 месяца ему удавалось заменить колесо какой-нибудь знатной персоне, которую черт занес туда, в плохие дороги. Гайдна, чтобы прокормить остальных детей, а мама работала на кухне кухаркой. И единственное, на что они жили, что она могла взять с собой, из кухни взять себе какую-то еду, устроить себе праздник. И они отдали Гайдна учиться. Сначала в небольшой город, а потом его услышал знаменитый создатель хора мальчиков в Вене, собора Святого Стефана, и забрал ребенка туда. Он сказал, что, ребята, зачем вам учиться? Он будет жить в Вене, он будет жить в прекрасных условиях, трехразовое питание. У него потрясающий голос, а у Гайдна был великий голос. Ну вот. И Гайдн там начал петь. Его знала вся Вена. Все только улыбались, когда его видели. Подходили к нему, обнимали его. Его все любили, потому что он так пел. Это божественно, вот, знаете. И у него была такая история. Руководитель всего этого хора, испугавшись, что Гайдн приближается к ломке голоса, к мутации, что пропадет такой уникальный голос, пригласил Гайдна Йозефа к себе и говорит: Иосиф, значит, ты хочешь всегда жить, не думая ни о каких деньгах, квартирах, где жить и так далее? Хочешь? Он говорит: хочу. Он говорит: так вот, мы сделаем тебе маленькую операцию. Он говорит: я боюсь. Он говорит: не бойся, это такая смешная операция, что про нее даже говорить не нужно. Маленькую, чик-чик, и все. А что будет? А будет то, что вот твой чудесный, сказочный голос принесет тебе золото. Ты его сохранишь. Это называется кастрат. Ты будешь петь прекраснейшим своим голосом великую музыку. Тебе будут платить столько, сколько можно. На великое счастье Гайдна в этот день, именно раз в год, его отец-каретник, колесник, принял решение поехать и навестить своего сына. И он приехал. Гайдна встречает и говорит: папа, папа, сделаю чик-чик, и я всю жизнь буду богатым. Папа говорит: какой чик-чик? Вот, поговори с руководителем нашим. Гайдн взял сына за руку, то есть отец Гайдна, Михаил, взял за руку и пошел туда. Ну, я не хочу повторять те слова, которые произносил грубый каретник и колесник в адрес этих церковных негодяев. Но кончилось тем, что, конечно, операция была отменена. Это было за несколько часов до операции. Иначе мы получили бы великого кастрата и никакого композитора, безусловно. Ну, в общем, папа добился своего. Но случилось то, что должно было случиться. Через несколько месяцев великий голос, который привлекал в церковь Святого Стефана любителей музыки, а не только верующих, превратился в хриплый тон. Сначала это оказалось, как часто бывает, как простуда, потом выяснилось, что это не простуда. Вот только одна история, как отец буквально за несколько часов спас Гайдна. А таких историй много, потому что Гайдна тут же выгнали из церкви Святого Стефана, потому что что держать дармоеда, если он хрипит и сипит. И навстречу ему идет один из его поклонников и приглашает его, Гайдна, поселиться у себя. И так всегда, когда Гайдн доходил до нищеты и играл на улице, и так далее, появлялись. В конечном итоге появился граф, князь Эстергази, который пригласил Гайдна на самое престижное место работы для музыкантов в то время. Гайдн стал руководителем его капеллы, дирижером и писал великую музыку. А потом достиг того уровня, что уже в Лондоне ему платили такие деньги, что Гайдн вернулся в Вену одним из самых богатых людей. Купил себе роскошный дом, нанял слуг. И когда Наполеон пытался снести Вену с лица земли, то выходил Гайдн в своем халате и говорил: дети мои, ну что вы переживаете? Там, где есть папаша Гайдн, там никто ничего не взорвет, не бойтесь. И действительно, ни одна бомба, ни одна мина не упала на его землю. А почему? Потому что Наполеон был великим любителем музыки Гайдна. И Наполеон приказал, что если, не дай бог, хоть что-то упадет вот на эту землю, смотрите по карте, вот это священная земля. Я буду расстреливать без суда и следствия.
В военное время я могу это сделать, никакой демократии. Естественно, все тряслись на всякий случай, чтобы только не попало. Понимаете, и вот такая жизнь. Значит, я советовал бы слушать великую музыку Гайдна, его симфонию «Сюрприз», его симфонию «Курица». Даже сами названия симфонии Говорят за себя. говорят, ну еще бы, это вообще самый великий антидепрессант, какой только может быть. А «Сюрприз» — это вообще самая веселая история в истории музыки. Вот. И так далее, так далее. Вся музыка Гайдна и сотворение мира, его оратория — это такая красота. Это такое счастье. Гайдн сказал, что я знаю, что людям живется плохо и тяжело. Моя задача — сделать все, чтобы они жили счастливо и хорошо. Это если говорить о музыке, а если говорить о книгах? Ну, книг огромное количество. В зависимости от возраста. Я бы посоветовал, например, подросткам почитать «10 городов Беньямина Арджильи». Для подростков. Да, для подростков, но можно и десятилетним. 10, 14, 10, 15. Так, Вот далее. это такая книга. Ну так, господи, если я сейчас начну давать все эти огромные списки, да пусть они, я вам скажу даже, я могу посоветовать. Вот детям, которым 15-16 лет, я советую все-таки зайти на мой YouTube-канал, подписаться на него. Не потому, что я хвалю, там, у нас же этот канал не приносит прибыли. Для того, чтобы получить хоть малейшую прибыль, надо хотя бы, чтобы 1 миллион человек посмотрело фильм. Я тоже Так со своей вот. стороны рекомендую подписаться на канал Михаила Казинника. И мы здесь вот сейчас дадим вот изображение с названием канала. Обязательно подписывайтесь, потому что это источник знаний, источник Улыбок, улыбок, неожиданностей, парадоксов. света, солнца. И, в общем, не забудьте сделать Даже в это. самые тяжелые времена, когда началась пандемия, я работал каждый день. Каждый день выходили фильмы. Я считал своим долгом. Потом стало тяжелее, потом уже раз в неделю. Ну, есть какие-то законы. Такой вопрос. Я вам сейчас буду называть фамилии великих композиторов. И вы должны выбирать одного из двух. И таким образом вы будете отсеивать, и в конце придем к какой-то фамилии. Это займет буквально 90 Ну, секунд. Давайте. Бетховен или Моцарт? Бетховен. Бетховен или Верди? Бетховен. Бетховен или Чайковский? Бетховен. Бетховен или Шопен? Бетховен. Бетховен или Бах? Бетховен. Бетховен или Дебюсси? Бетховен. Ну, понятно, игра будет в одни ворота, потому что Бетховен, я считаю, величайший композитор всех времен. Далее идут Штраус, Вивальди, Нет, 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 Гендель, нет, Стравинский. Нет. Самый верхний список — это... Если брать самый верхний, то это будет 3Б. Они вне всякой конкуренции. Это Бах, Бетховен и Брамс. Все. Все остальные, как бы они ни были великие и прекрасные, и Моцарт, и Вивальди, и все, они не тянут на тот уровень, который заняли Бах, Бетховен и Брамс. Их так назвал 3Б великий пианист, мыслитель Ханс фон Бюлов. 3Б. Александр, а были ли случаи, когда классические композиторы меняли ход истории или останавливали войны? Поскольку все-таки процент слушателей классической музыки не так велик, то таких случаев нет и быть не может, потому что войны планируются не теми, кто слушает эту музыку, и не теми, кто сидит в зале или кто платит деньги за это. Для того, чтобы войны были, нужна вот такая, условно говоря, всемирная вечная тупая попса из 3 аккордов состоящая. Тоника, субдоминанта, доминанта и тоника. Музыка не может менять в этом плане. Она могла бы это сделать, если бы правители начали общаться с такими людьми, как я. И мы бы совместно разработали систему тотального воздействия на людей через великую музыку. Отсюда же идет великая поэзия, великая литература, потому что музыка — это вершина пирамиды. Это ее торжество, да, некое? Ну Духа. да, вот если предположить пирамиду такую, да, у меня во многих книгах иллюстраторы поднимают эту пирамиду. Здесь слово, здесь, значит, поэзия, организация, да, здесь дальше скульптура, архитектура, да, и наверху такой шарик, наверху, иногда музыка. Вот, такое золотое сечение музыки. Никакое правительство никогда, и оставьте в стороне всякие мысли о том, что вот это правительство плохое, это плохое, вообще есть где-то хорошее, никогда не заинтересовано в формировании своих граждан и в ином ключе, как налогоплательщиков, и никогда не заинтересован, чтобы граждане были умнее, чем это правительство. Потому что правительство, будучи настолько не сильно умным, но удачливым,
и знающим некоторые коды, оно загробастывает себе все деньги, все возможности. А человека нужно одурить настолько, чтобы он даже не понимал, в чем дело. Вот мы свидетели сейчас на Земле, были в 20 веке, как Гитлер охмурил целое поколение немцев, которые считаются одним из самых культурных народов на Земле. Да. А сегодня я никак не могу убедить людей, они готовы меня потом зарезать, если я буду говорить на эту тему. И сколько угроз я получил, что первым фашистом на Земле был Ленин. Не верите? Даже вы не поверите. Почему? А потому что любимая его мысль была поймать, судить, а потом расстрелять. Что? Какое право имеешь ты, Владимир Ульянов, решать за суд? Зачем судить тогда? Если поймать, зачем судить? Поймать и расстрелять? Нет, судить. И вот превращается вот такое понятие марксистско-ленинский суд, лучше сказать ленинский суд, превращается в паноптикум, в цирк. У меня мама моя умная, чудесная, в 97 лет умерла. Она писала диссертацию по римскому праву. Презумпция невиновности. Петербургский, тогда Ленинградский университет. Одна из умнейших мам на свете. Я благодарен всем богам на земле, что у меня такая мама. И вот когда она жила уже у меня в Швеции, потому что папа умер от ран, кстати, маме было тяжело уже жить в Витебске одной, в хрущебе. Я ее забрал в Швецию. Ей тут же дали квартиру, бесплатную медицину, все, что положено. Вот, и даже в школу определили. Вау, потрясающе. Мама учила шведский язык, и они вели себя как настоящие школьники. Перебрасывались записочками, писали шпоры на коленках. А это были люди от 70 до 90 лет. Так как жили весело. Обретение нового витка жизни, да? Конечно. Вот я же об этом рассказал. Если у вас будет время, посмотрите мой фильм. У меня на канале Михаил Казиник. Посмотрите фильм. Я не помню, как он называется, но у него самое большое количество просмотров. Около 3 миллионов. Несмотря на то, что я не Бузова и не 3 аккорда, и что там музыки практически нет, я там говорю. Но этот фильм повлиял на огромное количество людей, на миллионы людей. Его переделали в тексты, и тексты стали распространять, чего только не творится. Я с ними борюсь, потому что всякие идиоты выворачивают все наизнанку, берут какие-то фрагменты, на них нападают, на меня нападают, хотя они понимают, что это просто текст из фильма и не весь текст. И так далее, и так далее. И вот я с мамой, когда мама уже живет в этой страшной Швеции, с которой она, как всякий подлинный коммунист, сражалась на полную катушку. Вот, поскольку она знала, что капиталист за 100% прибыли там придаст то-то, за 200% и родителей своих, и всех, что капитализм – это самый жесткий способ и всего прочего, что не приди Господь вам когда-нибудь узнать, что это за страх. Мы, счастливые люди, строим коммунизм, у нас под руководством коммунистической партии, а вокруг нас, ну вот это была идея Ленина, кстати. Она же продолжает, смотрите, как сильно заброшена, на 100 с лишним лет, на 5 с лишним поколений. И вот я говорю, мамочка, ну теперь давай поговорим. Ты живешь в квартире в 68 квадратных метров, одна. Кроме того, у тебя есть огромная лоджия, из которой можно увидеть через специальное стекло всю огромную гостиную до самого окна туда. Здесь вид сад, здесь с лоджии выход и вид такой в скалы. Да. Смотри, какая у тебя квартира. Открой свой холодильник. У тебя там клубника, земляника, черника, малина, у тебя 3 сорта кефира и все прочее. И ты пьешь, ешь как королева. Скажи, пожалуйста, мама, кто это тебе все дал? Что это за такой страшный капиталист, который какой-то Белле Григорьевне Левиной? Мама говорит, я знаю, сыночек, почему они мне очень должны. Кто тебе должен? Только я тебя пригласил, я тебя... Почему они тебя забрали у меня под твою благодарность к ним? И дали тебе квартиру, пенсию, лекарства, бесплатный транспорт, бесплатное такси. Люди же не верят. Сейчас они вам тоже начнут писать, что Казиник нанят какими-нибудь буржуазными партиями, чтобы врать. Но я клянусь именем моей светлейшей мамы. Я не знаю уже, как вам клясться кретином, потому что вы все время, вот уже много поколений, не понимаете, в чем принцип социального общества. Не капитализм, потому что капитализм как раз в России. А вы, дебилы, этого не понимаете, потому что только капиталист настоящий может платить пенсионерам $100, ежесекунда вытаскивая из земли нефти и газа на миллиарды долларов. Вот это и есть капиталист. Вот его и описал Маркс.
Понимаете, А это какой шведский ужас? социализм. А где это люди- шведский, да, это социальное общество, которое дает гарантии любому человеку. Но они же этого не понимают, им же это не рассказывали. Они со времен Ленина, их деды и все прочие, были непримиримыми врагами капитализма. Продукты пропаганды. Ну, конечно, зомбирование страшного. Геббельс потом скажет, ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой. Да. Так вот, мама говорит, я тебе скажу, почему они мне все это делают. Потому что они же знают, что я ветеран войны. И что папа инвалид войны. Я говорю, мама, откуда они это знают? Мама говорит, что, разве не знают? Они не спрашивали. Я говорю, ты какую-нибудь анкету заполняла, где есть вопрос, были ли вы ветераном войны? Был ли ваш муж инвалидом войны? Нет, не заполняла. Но они же знают. Я говорю, мама, откуда? Они тебя взяли и приняли как мою маму, как мама жителя Швеции, гражданина Швеции. У меня еще не было гражданства тогда даже. У меня был вид на жительство всего лишь. Через короткое время мама, которая уже вроде бы поняла, что ей платят не как ветерану войны, инвалиду войны, а что ей платят, потому что она человек. И что она человек в таком возрасте, который не может работать и обеспечивать себя. Для шведов это достаточно. У нас пошел разговор, наконец, о Ленине. Я считал, что просвет и агитация должны существовать, что нельзя жить в стране победившего над Лениным, победившего Ленина. В стране, победившей Ленина, нельзя жить и нести такую ахинею. Я говорю, мамочка, раньше или позже мы уйдем, и ты, и я. Дай Бог тебе много лет жизни. Так и получилось. Но я хочу, чтобы ты осознала некоторые вещи. Вот ты любишь Ленина. Это твой кумир. Я говорю, мам, кем он был по профессии? Ты помнишь? Мама говорит, да, юристом. Окончил Казанский университет, юридический факультет. Я говорю, скажи, пожалуйста, ты защищалась или писала диссертацию? По какой теме? Она говорит, римское право. Презумпция невиновности. Я говорю, так, все, точки над «и» поставлены. Теперь скажи, пожалуйста, фраза строителей и создателей первого фашистского государства на земле Владимира Ильича Ульянова Ленина «поймать, судить и расстрелять» каким образом соответствует римскому праву? Мама говорит, конечно, соответствует. Я говорю, подожди. Римское право гласит о том, что преступник не обязан защищаться и доказывать, что он не преступник. Вся судебная система должна доказать, что он преступник. А пока она не доказала, Он не виновен. он не виновен. То есть никто не виновен, даже убийца. Почти когда ясно, что он убийца. Все равно, если нет нужных доказательств, ничего не получится. Мама говорит, подожди, сыночек, ты передергиваешь. Ленин же не сказал поймать и расстрелять. Он сказал поймать, судить, а потом расстрелять. Я говорю, мама, зачем же судить, если приговор подписан самим вождем мирового пролетариата, непогрешимым, единственным и великим Лениным? Мама говорит, ну как, а вдруг суд решит, что не надо расстреливать? Я говорю, мамочка, ты моя умничка, ты моя замечательная, но опомнись, мама, я понимаю, что я слишком много от тебя требую. Ты любила вождя на протяжении в 2 раза большего количества лет, чем я жил на свете. Но, пожалуйста, вот страна без всякого Ленина. Верующему я бы сказал, что Швеция еще и страна без всякого Бога. Там разговаривать о Боге – это дурной тон. Вот если вы встретились со священником и хотите дать ему вопрос, то он, как профессионал, должен быть готовым к ответу. А потому что это считается, глупостью разговаривать о Боге. Что у каждого свой очень, Бог. да. А? Очень личный Это очень вопрос. личное, потому что вера должна быть неизвестно какого Бога, кто. Вера – это внутренний. Это то же самое, что разговаривать, как ты спишь с женой. Какой способ ты избрал. Вот. И в конечном итоге наш разговор заканчивается так. Я говорю, мамочка, я тебя прошу, пожалуйста, ты должна знать одно. Если человек говорит поймать, судить, а потом расстрелять, он, значит, строит государство беспредела. Государство, которое будет построено то ли по принципу нации, то ли по принципу социального совершенства. Например, пролетариат или не пролетариат. Пролетарий, значит, главное и единственно возможно. А не пролетарий, значит, подлежит смерти. Вот то же самое, что сейчас вот живут некоторые страны победившего социализма. Вы знаете, мне в конечном итоге удалось убедить маму. К 80 годам, когда ей сделали операцию, заменив клапан аорты, операция, которая стоит минимум 100 000 евро, не взяв ни одного
ни одного евро. А потом реабилитация на берегу моря, когда специалисты занимались специальной гимнастикой и так далее, и так далее. И в конечном итоге мама в 80 лет вышла как свежая молодая женщина. Говоря о Швеции, Михаил Семенович, вы живете в стране, где Альфред Нобель дал некое поощрение мировой науке в виде Нобелевской премии. Вы являетесь человеком, который организовывает Нобелевские концерты. Соответственно, вы встречаетесь с величайшими умами этого мира. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то закономерность гениев Нобелевской премии и их жизни? Есть. Я однажды обратился в 2005 году в Нобелевский концерт. Я не организовываю эти концерты, я просто их провожу для того, чтобы приблизить все содержание концерта и мыслей к широкой общественности. И дают этот концерт не в Нобелевские дни, а в новогоднюю ночь по 4 каналу. То есть те, кто любит попсу, они будут смотреть, ну, тоже не совсем попсу, потому что это новогодняя ночь, они будут смотреть 1 канал, 2. А тот, кто понимает, что в ночное время 4 канал даст тот Нобелевский концерт, который записан в те дни, значит, и вот когда я веду этот концерт, я рассказываю о таких вещах, которые привлекают намного большее количество людей к просмотру, чем обычно. И они были очень довольны. Но перед Нобелевским концертом я придумал такую интересную вещь. Я говорю, слушайте, ну зачем у нас все идут подряд, понимаете, эти самые Нобелевские лауреаты заходят всем скопом. Говорю, я советую этого не делать. Зачем? Ну это же не Советский Союз. Ну, каждый из них индивидуальность. Пусть они... Каждый проходит по очереди, каждого отдельно поздравляем. И я задаю один вопрос каждому. Так и сделали. Я задаю вопрос физику, химику. Я задаю вопрос и говорю о том, что... Вот у меня вопрос, что у вас было в детстве с музыкой? Ой, как в детстве. Папа играл, мама играла и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И я играл, и все. Физик говорит, когда я был маленьким, папа и мама поняли, что я будущий Нобелевский лауреат. И они срочно отдали меня учиться на скрипке, как Эйнштейн. Вау. Ортодоксальный еврей, великий математик, а математикам Нобель не давал премии, он перешел в экономику. Роберт Оман, ортодоксальный, с пейсами, в очках, с кипой, ерболкой на голове, да? Я ему задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, кто самый великий, любимый композитор для вас? Он говорит, без сомнения, Бах, конечно. Я говорю, подождите, но Баха называют 5-м евангелистом Господа Иисуса Христа. И тут заходите вы, из-за которого у нас столько проблем, начиная от Нобелевского обеда и кончая тем, как вам вручить эту Нобелевскую премию. Потому что дело происходит в субботу, в пятницу после захода солнца, а для вас суббота, это же все. Он говорит, знаете что, Бах – это мозг планеты Земля. Даже в самых ортодоксальных наших книгах написано, что есть целый ряд исключений, которые допускают нарушение всех принципов кашрута. Например, если надо спасать человека, а работать нельзя, то это ничего не значит. Врачи срочно бросают все и выезжают спасать человека. И так далее. Примеров тысячи. Почему Бах? Потому что Бах – мозг планеты Земля. Он как Солярис. Он влияет на наши мозги, на наше мышление. И вот так Нобелевские лауреаты все рассказывали мне, что мама играла, папа играл, мы играли, все играли и так далее, и так далее. А химик вообще сказал, что спасибо вам огромное. Йо-Йо Ма будет играть концерт Дворжика. Это мой любимый концерт. И я уже когда был занят очень серьезными работами, если Йо-Йо Ма появлялся где-нибудь с концертом Дворжика вокруг меня, то я бросал все и уезжал в те страны или в ту страну, где Йо-Йо Ма играл Дворжика. И начинает петь пам-да-да-дам, пам-да-да-дам, пам-парам-парам, пам-пам, пам-да-да-дам. Если бы я его не остановил, то на этом Нобелевский концерт закончился бы, потому что он, по-моему, вознамерился спеть весь концерт. Еще один момент, если вы спрашиваете, что за особенности у Нобелевских лауреатов. Был перерыв между первым и вторым отделением. Кстати, в первом отделении Йо-Йо Ма на виолончели «Лошадиная голова» играл музыку Великого Шелкового пути. Музыку, которая и у вас, да, перед Дворжиком,
Он играл музыку «Шелкового пути». И я рассказывал, что когда в Казахстане и в Кыргызстане умирал конь, это была не только великая трагедия, но еще и великий день памяти. Как бы из лошадиной головы он делал свой инструмент, и это виолончель, этот инструмент странный, он сопровождал чабана, музыканта, всю его жизнь. И это звучала душа его коня. Вот, кстати, почему я ни в одной из этих стран никогда и нигде вообще не съел ни кусочка конины. Потому что я вижу у лошади человеческие глаза, всегда человеческие. Он смотрит немножко с упреком, что ты что-то не понимаешь, дорогой, во мне. Ты считаешь меня просто тягловым животным. А я ведь совсем не такой. Вот. Поэтому я говорю, я лошадку есть не могу. Извините меня, пожалуйста. Я понимаю все национальные традиции, вот, но не могу. Не могу. В первом отделении играли «Шелковый путь», получается. Да, в первом отделении «Шелковый путь», а во втором он играл... Вообще, там была великая музыка, там был Стравинский, там много чего было. Но музыка «Великого Шелкового пути» — это тоже космическая музыка. А что это за музыка? Можете рассказать? Ой, это... Стоп, не буду. Это большой разговор, это надо ставить музыку и так далее. Кто автор, чтобы наши зрители есть не познакомились? авторы, а есть просто огромное количество. А пусть они наберут «Музыка Великого Шелкового пути». Там появятся и авторы. Там был, например, в том случае был монгольский композитор, неизвестный нашему широкому слушателю, но вы можете выбраться и выйти на что-то на него. Очень приятно, что «Шелковый путь» был обозначен. Как? «Шелковый путь» сейчас это составная часть мировой культуры. Что вы? И она является причиной такого многокультурного наслоения среди кыргызского народа в том числе. Ну так безусловно, вне всякого сомнения. Так вот, между ними было полчаса перерыва. И они не разошлись, нобелевские лауреаты, каждый по своей комнате, а собрались все в самой большой комнате и уселись. Кто на ковер, кто на кресло, кто в кресло, кто сбоку, сбоку от кресла и так далее. Вот. И все, закрылись. И оттуда раздавался громовой хохот каждые 2-3 минуты. Ну, мы, естественно, все остолбеневшие, ходим вокруг. Там оркестранты разыгрываются там, в оркестровых комнатах. Я сижу в своей комнате, в которой я должен готовиться к дальнейшему проведению концерта. Вот. Когда закончилось, пошел звонок, им сказали: господа, сейчас мы даем 3-й звонок, мы ждем вас на ваших местах в ложе. А тут вопрос мы им задаем. Ну, чего вы полчаса просмеялись? Не поверите. А оказывается, они рассказывали друг другу содержание своих нобелевских открытий. Чувство юмора до такого же гениальнейшего уровня у них. Да. И не только гениальнейшим, а без чувства юмора никакая школа невозможна. Поэтому та школа, которую я построил, и которая существует в разных странах, она знает, что если через 10 минут учитель не пошутит, можно прерывать урок и идти играть в пятнашки. А чувство юмора можно развивать? Вот это хороший вопрос частый, но, значит, с одной стороны, можно, если читать такие книги, в которых юмор и тонкий, и глубокий. Например, если вы будете читать Ильфа и Петрова, то вы там огромное количество юмора поймете. Но кто-то говорит, почему замок покрыт не то ржавчиной, не то гречневой кашей? Для них непонятно, что или ржавчина, или гречневая. Ничего себе. Или столовая под названием «Бывший друг желудка». Или даже название «Монархист Хворобьев». То есть хворь и воробей соединяются вместе, получается совершенно гениально. Это же все юмор. Там гениальный юмор. Понимаете, иногда Остап Бендер говорит такие вещи, которые даже Жванецкому в лучшие годы в голову не пришли. Понимаете, там же черт знает, что творится. Да? Подайте бывшему члену Государственной Думы. Есть еще одна книга тончайшего юмора. Это не что иное, как книга Джерома Каджерома «Трое в одной лодке, не считая собаки». Там такой тончайший английский юмор. Вот читайте. Сколько раз вы рассмеялись? Выберите для себя наиболее интересные моменты, почему вы рассмеялись. Например, о том, как дядюшка Поджер вешал картину. Помните, да? То есть дядюшка Поджер сказал, что ради такой мелочи, как повесить картину в гостиной, не надо вызывать мастера и платить ему деньги. Он сам все сделает. Вот дядюшка Поджер залез на лестницу с картиной. Когда ему подавали картину, с этой лестницы скатился и упал. Чего он поднялся, весь синяк, потер больные места, поднялся опять. Потом он говорит, подождите, почему я упал? Я знаю почему. Потому что нет очков. Где мои очки? Вас здесь столько тунеядцев, и никто не может знать, где мои очки.
Вот, все бросились по всему дому искать его очки дядюшки Поджера. Дядюшка Поджер говорит: все, прекратили искать, они у меня на лбу. От вас, студентцев, чего-нибудь дождешься вообще в этой жизни. Ничего. Но самое страшное, что он пробил много дыр. И эти дыры никуда не пошли, потому что одна оказалась в комнате соседа, дыра вышла, да, другая повредила дымовую систему. В общем, дядюшка Поджер, когда пришел мастер, чтобы эту, значит, вот, я до сегодняшнего дня, говорю, дядюшка Поджер пробил не меньше 100 дыр. А мастер говорит: наверное, вы все пробили в одной комнате. И так далее. То есть там же столько всего. А рассказы Джерома Карджерома, да, там тихий английский юмор, понимаете, не рассчитан на громовой, да, удар. А там настолько, что сильнее любого громового удара. Короче говоря, все это так вот заканчивается очень хорошо, очень мило, очень остроумно, талантливо. И есть второй вариант. Есть интернет сегодня. Там написано, значит, анекдоты от всех народов. Анекдоты России, анекдоты Австралии, Америки, Южной, Северной Америки и так далее. Там можно без мата и без того, что детям нельзя, выбрать не менее 100 тысяч анекдотов. Как это делается учителем, если у него нет собственного чувства юмора? Или он не может процитировать Джерома? Или Ильфа и Петрова? Помните, бывший горский князь, а ныне трудящийся во сто, как гражданин Гигиенишвили. Гениально. Ведь в каждой фразе, в каждом слове. Но у многих людей чувства юмора действительно нет. Значит, вот учитель, у которого нет чувства юмора, создает картотеку, собирает в компьютер все лучшие анекдоты, веселые истории. И в разгар своей скучнейшей лекции по математике или по физике говорит: ой, ребят, я думаю, что меня простит и директор, и все. Я сейчас забуду, я боюсь. Я не могу не рассказать вам этого анекдота. Я вчера чуть сна не лишился из-за этого. Вот. И рассказывает анекдот. Зал грохнул. После этого учитель говорит: ну, хорошо, ладно, собрались, у нас еще 10 минут до конца урока. Я думаю, что я успею, несмотря ни на что, вам рассказать до конца, раскрыть эту теорему. Зал слушает, детский класс, с потрясающим вниманием. Потому что учитель, который шутит, и который заставил их хохотать, это самый любимый учитель. Вот это один из примеров того, как выстраивается моя школа. И завершающее, нас слушает очень много молодых ребят, молодых кыргызстанцев. Какие рекомендации, какие слова вы хотели бы какие слова вы бы передали нашей большой аудитории, в частности молодежи, в завершении нашей программы? Давайте я вместо каких-то слов, я все-таки поэт. Я просто отказываюсь пока печатать свои стихи. По одной причине всю жизнь. Я хочу их слышать, сам произносить. Я не могу терпеть, чтобы кто-то читал мои стихи. Вот у меня среди всего есть такая книжка, как бы книжка сонетов, повторение пройденного. То есть как бы стиль того времени, Шекспира, Петрарки, но это современные сонеты. И вот я вам прочту такой стих из цикла «О глупцах». Спасение от глупости ты ищешь, страдаешь от злословия и насмешек, печалишься, что лишь один из тысячи осмысленной гармонии утешит. Зачем в болезни видишь преступление? Ничтожеству есть осложнение, злоба. Коль холодно от слов, в камин поленья и грейся. Горестно, тогда смеяться пробуй. Тебе помогут музыка и звезды. Есть полнота в рассветах и сравнениях. А вот лечить больных, пожалуй, поздно. Лекарства помогли бы до рождения. Живи по небесам дыхание сверив и радуйся весне, траве и зверю. И еще один сонет. Как страшно знать, что гибнут даже звезды, и правит в тишине гнетущей смерть. А верить древним в этом веке поздно, что пели радостно: бессмертен Бог и твердь. Увы, все смертно. Но цветок прекрасный, о время сохрани. Что значит слез поток,
кричать, шептать, стонать. Нет, все напрасно. Коль рушатся миры, бессмертен ли цветок? Не жалко жизнь отдать спасению розы? Остановить часы? Смеются небеса. Поговорить со смертью, вызвать слезы у смерти. За день высохнет роса, увянет свет. Смерть, ты не властна. Нет, не сможешь уничтожить мой сонет. С нами был Михаил Семенович Казиник, поэт, просветитель, автор книг и просто замечательный человек, которого мы всегда в Кыргызстане ждем. И большое вам спасибо за вашу важную, невероятно светлую деятельность. Мы вас очень любим. Спасибо.